Здравствуйте, в эфире новости на Тува-24 в студии Алдын Казбуян. И сегодня в нашем выпуске. Жители республики принимают участие в акции «Все для победы». О том, где и как можно помочь российским военным, узнаете в нашем выпуске. В регионе ожидается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сразу 4 призовых места привезли тувинские спортсмены с Улан-Удэ. Региональное отделение Народного фронта продолжает сбор средств в рамках проекта «Все для победы». Проект Народного фронта направлен на поддержку российских военных. Жители Тувы не остались в стороне. Так, на портале «Все для победы» можно узнать, как перечислить деньги, где принимаются вещи, что требуется бойцам и мирным жителям Донбасса. В каждом регионе открыты пункты сбора помощи. В Туве такой пункт работает в региональном исполкоме Народного фронта по адресу город Кызыл, улица Кочетова, дом 30, кабинет 26. Телефон 8 394 22 2 10 50. Более подробно о том, чем можно помочь жителям и военным Донбасса, можно узнать по телефону 8 800 234 11. В Судхоле с 28 по 30 июля отметили сразу 2 праздника. Это 80-летие района, а также Надым. Чествовали и поздравляли передовиков и лучших животноводов. Тему продолжит Алдын Айсая. Вот так танцами и песнями встретили гостей Судхольса. С самого утра местечко Надым-Шолу начались праздничные мероприятия. Торжества начались с парада шествия трудовых коллективов Судхольского района. Чествуем празднование праздника животноводов Надым в честь 80-летия образования Судхольского района. Поэтому отрадно, что наш маленький, но гордый, целеустремленный, работающий район Судхольский прожил 80 лет и добились некоторых результатов. По традиции чествовали лучших животноводов и отличившихся в сфере сельского хозяйства. Сегодня в Кажуном Надыме получила награду. Это очень отрадно. Спасибо всем за то, что оценили мой труд. С праздником! Живу я в Кызылтагинском Сумоне. Родился и вырос в семье чабанов, с малых лет занимаюсь сельским хозяйством. И сегодня меня наградили юбилейным медалем. Спасибо и всех с праздником. Празднование продолжилось различными конкурсами. Тюкселер, Пештакшуер, лучшая выставка национальных блюд, конкурс среди тувинских юр и любимый всеми национальной борьбой хуреш среди сильнейших борцов Тувы. Кроме того, еще одной зрелищной частью мероприятия стали соревнования по волейболу среди мужчин-ветеранов. Сегодня проходит соревнование в честь светлой памяти нашего брата, родственника, спортсмена Мангуш Мартиса Николаевича. Поэтому все его друзья собрались и отмечаем этот праздничный день вдвойне. Первый день праздника животноводов Судхольского района завершился торжественным концертом, праздничной дискотекой и фейерверком. Алдын Айсая, Бюен Мангуш, Айдан Синденма, Тува-24. По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в школе села Алдан-Мадыр Судхольского района идет капитальный ремонт. Уже с нового учебного года дети будут заниматься в обновленном образовательном учреждении. С ходом ремонта школы ознакомилась и наша съемочная группа. Здание школы было построено более 40 лет назад. Предыдущий капитальный ремонт проводили в 2001 году. В образовательном учреждении учатся около 200 детей и работает больше 30 учителей. Строительные работы выполнены на 90%. Сейчас идут отделочные работы. Начали стройку где-то в апреле. Его только сделали, вот сейчас закончат в начале августа месяца. Где-то 4 числа комиссия будет по приемке. Какие работы остались? Остались только вот эти, сигнализацию надо сделать, по электричеству. Такие работы остались. Напомним, постановлением правительства Тувы утвержден региональный проект «Капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Республики Тува на 2022-2026 годы. Ведутся ремонтные работы во всех объектах. Общая строительная готовность на сегодняшний день 61%. Учитывая то, что более 70% образовательных учреждений Тувы находятся в сельской местности, необходимо в ежедневном режиме держать руку на пульсе в части обеспечения объектов образовательной инфраструктуры теплом. У нас к отопительному сезону мы готовы. У нас в запасе имеется уголь. Где-то около, больше 10 тонн есть. В начале сезона мы готовы.
В этом году в рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования проводится капитальный ремонт 26 школ. Предусмотрено финансирование более 980 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта зданий школ и их оснащение учебным оборудованием. Алденайца, Буян Монгуш, Айдана Синденма, Туа 24. В Барунхемском районе уже в августе появится угольный склад. Об этом сообщил председатель администрации района Алексей Марксол. Напомним, работа по установке угольных складов организована по поручению главы Тувы Владислава Ховалыга. Организуем работу строго по тарифам, установленным правительством региона, с возможностью покупать уголь по льготной стоимости для малообеспеченных семей и иных категорий граждан, которые могут претендовать на льготы. По данным Центра управления регионом Тувы, с начала текущего года от жителей Барунхемческого кажуна было зафиксировано порядка 2000 обращений по разным темам, в том числе по социальной защите, здравоохранению, образованию, благоустройству территории и подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. Всего запланировано строительство угольных складов в Кызыле и районах. Это позволит устранить почву для спекулятивного завышения цен перекупщиками. К новостям здравоохранения. В республике коллективный иммунитет от коронавируса упал до антирекордных 13%. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании регионального правительства. Вместе с тем, статистика новых случаев с каждым днем все больше. Глава Тувы акцентировал на необходимости усиления темпов вакцинации и ревакцинации. Тему продолжит Айра Асад. На минувшей неделе в Туве коронавирусом заболели 62 человека. По сравнению с предыдущей рост почти в 9 раз. Среди инфицированных 15 детей и 47 взрослых, большая часть не были вакцинированы. Не имели вакцинацию 42,6%, с пропущенным сроком ревакцинации 34%, с нарушениями сроков ревакцинации 1 случай, и вакцинированы были однократно 10,6%, и срок ревакцинации не подошел 4 случая. Таким образом, у нас 44 за неделю заболевших взрослых граждан, 91,5% не имели иммунную защиту. В городах России, в том числе и в столице страны, возвращают противоэпидемический режим с обязательной термометрией, масками и социальной дистанцией. А в Санкт-Петербурге фиксируется новый рост заболеваемости и звучат прогнозы о начале 6-й волны пандемии. Вместе с тем, если ранее Тува по суточному приросту занимала 85-е место, то сейчас 72-е, что говорит о ухудшении эпидобстановки. В связи с этим предложение в первую очередь это ревизия и исполнение поручения в соответствии с указом главы республики по выполнению охватом ревакцинации граждан, которые переболели или вакцинированы были 6 месяцев назад. Из числа заболевших мы видим, что это в основном категория неработающее население, также категория пенсионеров, то есть 60+. На территории Российской Федерации сохраняется режим усиленной дезинфекции. На сегодняшний день в Туве уровень коллективного иммунитета составляет 13%. Скоро начнется новый учебный год. Это значит, в первую очередь надо начинать прививочную кампанию педагогических работников пищеблоков, а также и школьников. По прогнозам эпидемиологов, подъем заболеваемости ожидается осенью, когда отпускники начнут возвращаться с отдыха. За последнюю неделю в Туве уже наблюдается рост числа заболевших. По развертыванию ковидных коек Тува имеет полную готовность, сообщает на аппаратном совещании министр здравоохранения региона. Коечный фонд у нас готов на базе инфекционного профиля. То есть мы пока не задействуем неинфекционные койки. На базе МФЦ мы поэтапно раскрываем по необходимости коечный фонд. Сейчас мы также уже готовим план по поэтапному развертыванию при подъеме заболеваемости по республике и вовлечению уже, возможно, неинфекционных профильных коек. Количество средств индивидуальной защиты у нас в достаточном количестве. Мы, знаете, от ковида потеряли 594 человека. В 2020 году 209 человек, в 2021 году 337 человек, в этом году 48 человек. То, что сейчас Андрей Константинович рассказывает, готовность и разворачивать план, не хотелось бы этого, понимаете?
Все в наших руках. По течению заболевания и симптомам коронавирус схож с ОРВИ, однако ковид более коварный, провоцирует обострение или появление аутоиммунных заболеваний, проблем с кожей, опорно-двигательным аппаратом, легкими, сердцем и сосудами. Вакцинация – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. Айрасат Азамат Точур, Тува 24. Глава Тувы Владислав Хаулых сегодня на аппаратном совещании поручил проработать вопрос по проведению пищевой экспертизы контрафактного алкоголя. Сейчас за нелегальную продажу алкоголя взимается штраф 500 рублей. Сумма для бутлегеров незначительная. Однако, если провести пищевую экспертизу, которая выявит канцерогены в алкоголе, штраф для перевозчиков и продавцов уже начисляется от 15 тысяч рублей. За повторное задержание возможно и возбуждение уголовного дела. Глава региона Владислав Хаулых требует скорейшей проработки данного вопроса. Контрафактную алкогольную реку в Туву нужно перекрыть. Пищевая экспертиза – один из действенных методов. В Улан-Удэ завершился 30-й международный турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. В столице Бурятии собрались сильнейшие борцы из 9 регионов России и соседних стран. За призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева всего боролись более 150 спортсменов. Туву представили 6 борцов. Да, 4 выиграли. Мортиолачи 5 место занял. И один участник наш проиграл. 4 выиграли, да. Например, команда сборной Кыргызстана у них очень сильная. Потому что все первые номера, наверное, приехали. Чемпионы Азии, призеры Азии. Это, получается, большие соревнования. Ребята из Монголии тоже. Они сильные приехали. Из Беларуси тоже сильные. В общем плане соревнования прошли на высоком уровне. Тувинские спортсмены привезли 4 золотых медали. Кежик Монгуш в весовой категории 61 килограмм, Монгуш Чаян 65 килограмм. Тувинские борцы также стали первыми в весовой категории до 79 килограмм. Бады Бояр Сайхан и до 92 килограмм Сандан Бады Мадр. Да, конечно, с трудом. Вот, например, Монгуш Кежик в финале боролся борцом из Кыргызстана. Он чемпион Азии, получается. Вот, у него тоже трудная схватка была, но он выиграл. Положил на лопатки, на туше выиграл. Бады Бояр Сайхан тоже вот в финале с местным борцом боролся и на последних секундах выиграл. Это были новости на Тува 24. Берегите себя.